Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне, шаноўны, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Вітаю таксама і тых, хто далучыўся да нашых стрымаў у сацыяльных сетках. Пачнем адразу да справы. Беларусам надакучыла халоднае лета, гэта факт. Хмары, адсутнасць сонца. Калі нарэшце пацяплее, ці пацяплее наогул, або такое надвор'е норма для нашай краіны, і да канца лета нас чакаюць дажджы аранжавыя ўзроўні небяспекі. Размаўляем пра гэта з начальнікам аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я гідрамета Александром Бяганским. Привитание. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Дык чаму ж такое холодное лето? Ці гэта нам все ж таки подается? Скорее, наверное, кажется, потому что лето только пока 1 месяц, июнь, и он в целом оказался в пределах по температурному режиму своих многолетних данных. Но это не значит, что было там все время тепло или все время холодно. То есть первая декада июня была достаточно холодной, на 1 градус ниже климатической нормы. 2 другие декады оказались немного выше климатической нормы. И вот в целом получилось, что июнь по температурному режиму он оказался таким, как должен быть вот с учетом нашего климата. То есть это умеренно континентальный, переходный от морского к континентальному. И по осадкам июнь оказался также в пределах средних многолетних значений, но не во всех районах. То есть, опять же, достаточно было контрастно. На северо-западе республики, это в Гродненской области, осадков было больше, на юго-востоке, это Гомельская, Могилевская области, там осадков было меньше. Поэтому говорить о том, что у нас такое холодное лето, пока, наверное, преждевременно. Подождем еще июль, август обычно в последние годы тоже достаточно теплый, даже жаркий месяц, можно сказать. Нужно, так сказать, набраться немного терпения. Я разумею, што вы ўсё ж такі узначальваеце кароткатэрміновыя прагнозы, але калі паглядзець зараз на прагноз на ліпень па надвор'і, то мы палічылі 22 дні з дажджом, і толькі 2 сонечныя дні плануецца. Адзін дзень будзе толькі з 30 градусамі, ўсё астатнія дні будзе ніжэй тэмпература. Наколькі увогуле можна давяраць вось гэтаму прагнозу і ці чакаць сапраўды вось такого ліпеня? Вероятнее всего, тот вот подсчет, который вы делали, это был сделан с помощью какой-либо одной из многих математических моделей, которые рассчитывают нам синаптические, метеорологические параметры, то есть там температура, вот наличие осадков, там наличие солнца. Они как бы имеют такое свойство, чем больше у них заблаговременность, тем менее точным становится прогноз. То есть если мы сегодня посмотрим прогноз на условно 31 июля, то, возможно, там будет, к примеру, дождь, облачно и какая-нибудь невысокая температура. Но с каждым следующим днем, приближая к 31 июля, вероятнее всего, что прогноз может меняться, и в итоге, если мы посмотрим краткосрочный прогноз, который будет даваться там, 30 июля или 29 июля на 31, то, возможно, он будет совершенно другим. Конечно, нерадостная картина, это если действительно это оправдается, то, конечно, июль-то... Обычно июль у нас самый теплый месяц в году, и среднесуточная температура, и среднемесячная температура достаточно высокие в этом месяце. Какие звучания? Обычно среднемесячная температура, она колеблется от северных районов там плюс 17 до плюс 20 в южных. То есть это вот взятая осредненная среднесуточная температура по всем дням месяца, и вот такой вот показатель выведен, то есть среднемесячная от 17 до 20. По нашему официальному прогнозу гидромета, который мы выпустили на июль, мы все-таки прогнозируем, что июль должен быть немного теплее, чем среднемесячная температура. Как бы это ни звучало, конечно, начало июля далеко не внушает такого оптимизма, то есть мы видим, что сейчас у нас прохладно, если даже не сказать для кого-то, возможно, и холодная погода. То есть когда у нас среднесуточная сейчас немного ниже средних многолетних значений, характерных вот для начала июля. То есть мы сейчас пока не дотягиваем до нормы, в среднем где-то 2-4 градуса. Но по прогнозу вторая и особенно третья декады прогнозируются достаточно теплыми, даже жаркими, когда температуры по нашему прогнозу должны
повышаться до плюс 30 и в отдельные дни и выше. Но это не означает, что все остальные 2 декады, то есть 20 дней июля после 10 числа, будут плюс 30, и мы будем прямо тут жариться от жары. Нет. То есть отдельные периоды, опять же, понижения температуры возможны. Возможны периоды с дождями, то есть более чем один день, как бы такие вот, как были сейчас, то есть 2 и более дней подряд. Но в целом все же ожидается, что температура будет повышаться. Ну, фактично можна сказаць, што вось гэтыя халады, назовем іх так, сённяшнія, яны зацягнуцца не пазней за 10. Ну, там, можа, плюс-мінус некалькі дзён. В среднем, да, но опять же, нельзя сказать, что вот уже прям это вот все дни остальные, вот сегодня у нас 5 число, да, что все и 6, 7, 8, 9, 10 будут такими же холодными. То есть в отдельных районах, конечно, возможно, что как только будет более ясная погода, то температура сейчас летом достаточно быстро повышается за счет того, что большая продолжительность дня, и буквально несколько часов достаточно, чтобы температура повысилась. Ну, в прынцыпе, калі так глядзець на тэмпературу паветра, то нават калі яна там 20 градусаў, то гэта сапраўды цёпла, там 25 градусаў, няхай яны так і будуць, як вы гаворыце, але калі пахмурна, калі няма сонца, а мы і так жывем у краіне, у якой, в прынцыпе, сонца мала, ну, дастаткова мала. Недастаткова, скажем, для існавання, для добрага настрою сталага. Таму вось цікавяць яшчэ натуральныя ападкі. Што з імі? Да, ну... 22 дні по прагнозе зараз. Да. Ну, тут можно сказать так, что у нас и тип климата такой, в котором... Это ж у нас не Сахара в самом деле, поэтому нормальное явление, когда летом осадков в целом достаточно много выпадает, особенно если мы будем иметь активную грозовую деятельность, то есть при любой грозе может там в течение короткого даже промежутка времени выпасть и дневная, и недельная норма осадков. Но в данном случае вот исходя из первых 5 дней июля, да, видно, что достаточно пасмурная все-таки погода в целом и дождливая. То есть дожди идут регулярно и в достаточно хорошем количестве. Это где-то плюсируется, что все же дожди будут носить более кратковременный характер и будут локальными и не такими продолжительными в плане количества дней. То есть вот если сейчас мы видим, что почти 5 дней подряд у нас, ну, если по Минску мы будем судить, то, в принципе, наверное, еще не было вот в начале июля дня, когда бы не было дождя. То есть почти все дни был дождь. То там все-таки мы прогнозируем, что перерывы вот именно более чем один день без дождя должны быть, по крайней мере. Вот аккурат закранули тему сельской господарки. Ці памокнуць, памёрзнуць там нашы ўраджаі сёлета. І ці можна казаць ужо, што вось праз гэтае надвор'е, якое дажджлівае, нейкая ситуация с гародниной? Я думаю, что нет, потому что обычно у нас июль как бы достаточно сухой месяц, вот, что было прошлые годы. Июль, август, они были настолько засушливыми, что влаги катастрофически не хватало. Это было, там и реки мелели настолько, что можно было прям там переходить чуть ли не вброд. Сейчас, конечно, это благоприятно все сказывается. То есть у нас период более-менее отсутствия осадков сменяется с хорошими дождями, поэтому все в целом довольно равномерно. Должно... Таких проблем в этом году с влагообеспеченностью вот, для сельского хозяйства, для там, речного транспорта наблюдаться. Если только вот у нас август не преподнесет какой-нибудь сюрприз в плане там весь месяц вообще не будет дождя. Ну, такого, наверное, пока даже по предварительным прогнозам маловероятно. Оранжевые ўзроўні небяспекі, якія сталі апошнім часам, не ведаю, хочется сказать модными, але я разумею, что это неправильное слово для гэтага значэння, але тым не менш, нейкія там небяспечныя надворныя ситуации чакаюцца, ёсць магчымасць казаць про то, что да, будет. Безусловно, потому что лето это один из, наверное, самых таких периодов года, когда оранжевый уровень, он
наиболее часто объявляется, потому что грозы это в июле в среднем от 5 до 10 дней с грозами отмечается по территории страны. А, естественно, любая гроза, она может сопровождаться и сильными ливнями, и шквалистым усилением ветра, и градом. Это все подпадает под критерий неблагоприятных явлений и оранжевого уровня опасности. Поэтому, конечно, сказать, что вот у нас сейчас такая холодная погода, и не будет никаких оранжевых уровней, это нет. Это однозначно нет, однозначно они будут. Весь вопрос будет в том, что насколько активны будут эти явления, потому что сейчас вот с пониженным температурным фоном грозы, даже если они не наблюдаются, то они не интенсивные, и таких сильных там шквалистых усилений ветра нет, и град не выпадает. То есть, если будет более, скажем так, теплая погода, более жаркая погода, то тогда, конечно, и интенсивность этих явлений тоже будет возрастать. Поэтому и не исключаю того факта, что еще впереди у нас и оранжевый уровень опасности тоже. Ну, тут в этой ситуации одно радует, что сёлета можно збіраць грыбы, ягоды і не баяцца заходзіць у лес, потому что пакуль што нічога не гаворыць пра тое, што будзе забарона на ўезд у лясы праз небяспеку пажараў і гэтак далей. Але хацелася б яшчэ спытацца, ўжо прагучала тое, што в прынцыпе гэта норма для Беларусі, такое надвор'е, якое зараз, в прынцыпе нічога не гаворыць, што мы выпадзем з гэтай самай нормы, але можа, для прыкладу, каб пераканаць беларусаў, якія ўжо зараз гавораць пра самае халоднае лета ў іх жыцці, ці памятаеце вы, якія леты былі больш халоднымі, у якіх гадах, якія тэмпературы былі, ці валодаеце увогуле такой інфармацыяй? Ну, это вопрос больше к данным климатическим, но что касается июня прошедшего уже, то в 2012 и в 2014 годах среднемесячная температура, то есть все настолько, вы видите, что если один год у нас, ну сейчас модно говорить о тенденции глобального потепления, да, что температура там среднегодовая, да, повышается, то видите, что вот 10-й год июль был самый жаркий, а июнь за несколько лет до этого был ниже климатической нормы. Все довольно-таки сейчас таких тенденций, что у нас постоянно, допустим, лето жарче нет. Мы видим, что у нас более повышается температура переходных периодов, там весна-осень и зима в том числе. Но лето у нас в среднем достаточно бывает жаркие периоды, когда температура, продолжительный период времени, там неделя или больше, выше плюс 30. Но бывают и периоды, когда вот такой, как мы видим, вот, допустим, что было в июне. То есть вполне в пределах многолетних значений. Прапаную перарвацца на некалькі хвілінак наперадзе выпуск кароткіх навінаў. Мы сустрэнемся зноў з начальнікам аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я гідрамета Александром Бяганскім. Будить рано, непокоить стая рана, выбачай моя мара. Захлебнуться одинотой, боль, отчай, пытанию, кто ты, выбачай мои турботы. Небо, выбачай, что больше не верю. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю у студыі Еўрарадыё Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. На мінскай сессии парламентской ассамблеи АБСЕ не будет резолюции по правах человека в Беларуси. Проект унесла литовская делегация, однако постоянный комитет ассамблеи его не подтрымал. Сессия упершыню проходит у нашей краине. Ее урочыстае адкрыццё адбудзецца ўжо праз 10 хвілінаў. С промовой выступит Александр Лукашенко.
У літоўскай рэзалюцыі прапаноўвалася заклікаць улады Беларусі рэабілітаваць палітвязняў, увесці мараторый на смяротнае пакаранне, правесці рэформу выбарчай сістэмы ды забяспечыць празрыстасць будаўніцтва астравецкай АЭС. У Беларусі паболела банкрутаў, прычым адразу на 48%, то бок удвая. Пра гэта ў інтэрв'ю часопісу «Судовы веснік» паведаміў намеснік старшыні Вярхоўнага суда, старшыня судовай калегіі па эканамічных справах Васіль Демідовіч. Стала болей справаў аб банкрутстве дзяржаўных арганізацый альбо арганізацый, якія маюць долю дзяржуласнасці. Больш падрабязна пра гэтыя лічбы на нашым сайце euraradыё.fm. Крыштіяну Роналду, славуты і вядомы па ўсім свеце футбаліст, упершыню выклаў у інстаграме фота са сваімі 3 дзецьмі. Гэта 7гадовы Крыштіяну малодшы і 2 блізнят, якія нядаўна нарадзіліся. Крыштіяну напісаў, што вельмі шчаслівы са сваімі дзецьмі, аднак, як адзначае сайт Медуза.io, гаворка ідзе пра сурагатнае мацярынства. Ужо заўтра нас чакаюць дажджы, магчымыя навальніцы, а таксама вецер да 14 метраў на секунду. Тэмпература паветра да 22 градусаў вышэй за 0. А больш падрабязна праз хвілінку распавядзе сіноптык Александр Бяганскі ў жывым эфіры Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз прывітанне. Гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Я не адзін. Мы тут размаўляем пра сённяшняе, не надта прыемнае надвор'е з начальнікам аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я гідрамета Александром Бяганскім. Яшчэ раз прывітанне. Еще раз здравствуйте. В прынцыпе, мы ўжо паспелі абмеркаваць тое, што баяцца не трэба, што гэтае лета ўсё ж такі будзе нармальным. Ва ўсялякім выпадку так лічыць гідрамет, і насамрэч не так усё і дрэнна было, калі браць папярэднія гады, то бок сярэдняе надвор'е, тэмпература сярэдняе паветра супадае з нормамі. Па ападках таксама нібыта ўсё не кепска. Ну а ліпень, ва ўсялякім выпадку другая, трэцяя дэкада дадуць нам шанец і пакупацца, і пазагараць. Як, напрыклад, любіць гэта рабіць кіраўнік ваш Зміцер Рабаў на сваім лецішчы, прыязджае заўсёды загарэлым. Сёлета, вось, відаць, ён зараз жа знаходзіцца ў адпачынку, так? Да. Відаць, сёлета ўжо не загарыць, не паспее. А можа быць. Но тым не менш. Я хацеў яшчэ паразмаўляць пра тое, у прынцыпе, як ідзе праца тых, хто прагназуе надвор'е. То бок, як выглядае гэты праца над стварэннем прагноза? Што трэба для гэтага зрабіць, каб сказаць, заўтра будзе дождь? Для этого для начала нужно проанализировать большое количество информации фактической погоды, то есть это информация о погоде в нашей стране, о погоде во всех соседних государствах, о погоде, если у нас преобладающий западный перенос, то о погоде во всех странах Европы, фактически. В целом, проанализировать информацию с искусственных спутников Земли, радиолокаторов, дополнительная информация это о состоянии атмосферы и верхних слоев, средних, нижних и так далее. И плюс ко всему нужно еще проанализировать расчет о том, как будет развиваться данная ситуация в дальнейшем, куда будут смещаться атмосферные фронты, циклоны, антициклоны, какие температуры они могут принести, какие явления они могут принести. Допустим, если у нас смещается атмосферный фронт, если антициклон, то, значит, в целом характер погоды более спокойный в летний период. Ну и плюс ко всему нужно уметь анализировать и сопоставлять информацию. Это, наверное, самое сложное, потому что объем информации большой. Это в том числе и расчеты различных численных моделей, которые позволяют судить о том, как будет развиваться ситуация в ближайшие сутки, последующие сутки по каким-то критериям, допустим, по температуре, по влажности, по направлению скорости ветра и так далее. Но пока все это не проанализируешь, это достаточно большой промежуток времени нужен для того, чтобы это сделать, чтобы какой-то более-менее хороший прогноз из этого получился. То бок атрымліваецца, што ўсё гэта халодны матэматычны разлік выключна. Ніякіх
Все ж рашэнне ў кшталту. Дык пра што ж это сведчыць? Будзе халадней ці цяплей? Такога няма, там, вырашыў пальцам у неба. Нет, однозначно, потому что вообще-то... Потому что менавіта так мы и думаем усе. Ну, тут, к сожалению, да, общественное мнение как бы складывается немного не в пользу прогнозистов, потому что у людей складывается такое ощущение, что каждый из них может сделать прогноз такой же, если даже не лучше. А здесь исключительно большая аналитическая работа в плане вот проанализировать, сделать вывод из того, что какая у тебя информация есть, на основе тех знаний, которыми прогнозист обладает. Ведь по сути у нас бывает, погода определяться может там 3 глобальными факторами: антициклон, циклон либо атмосферный фронт. Но даже при этих казалось бы, 3 всего элемента, но даже при этих 3 элементах в каждом там циклоне или в каждом антициклоне может быть абсолютно разная погода, абсолютно разный характер погоды. И это все нужно знать и уметь, так сказать, изложить именно в том прогнозе, который каждый день на радио, в СМИ, там, на телевидении озвучивается. Ну а что больше уплывает на надворье у Беларуси? Балтийское море и океаны, например? Ну, безусловно, у нас преобладающий западный, северо-западный перенос, поэтому как раз-таки те процессы, которые идут к нам с Западной Европы, в основном это там Дания, Германия, Польша, вот эти как бы страны, которые являются основными поставщиками нам погоды, Балтийское море и Скандинавия. То есть в основном вся погода идет оттуда. Ни в коем разе не так, как все думают, что какая погода сегодня в Москве, значит, завтра она будет у нас. Нет, это наоборот отрывается. То, что у нас, завтра будет в Москве. Да, это в корне неверная позиция, и люди с такой уверенностью об этом говорят, что иногда даже задумаешься, может быть, что-то уже в науке новое произошло, о чем мы просто не догадываемся. Ну, от ще цікаво, що там Болгарія і інші європейські країни зараз просто, задихаються від спеки, а у нас як. В этом и именно и разница именно процессов, которые сейчас именно над нашей территорией, потому что страны Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, Скандинавия, они сейчас находятся в такой циркуляции, связанной именно с циклонами. И у нас в основном воздушные массы на Беларусь поступают с северо-запада, это с акватории Балтийского моря, а как раз-таки южные страны, Болгария, Балканы, у них преобладает вынос с юга, то есть очень жаркий воздух, тропический, поступает к ним со Средиземного моря, иногда даже там с северных районов Африки умудряется к ним дойти. Поэтому у них и характер погоды именно такой сейчас жаркий, и там даже в отдельные дни до 40 градусов температура доходила. Ну, а ці ёсць у вас такі вылічаны адсотак траплянняў у надвор'е? Ваш прогноз становится правдой у 99% выпадков? 99 это, конечно, наверное, мечта, но немножко пониже у нас процент. У нас есть такое понятие, как точность или оправданность прогноза. Сейчас у нас в гидромете оправданность прогноза на ближайшие сутки составляет в среднем где-то 95%. То есть это... На ближайшие сутки? Да, на ближайшие. Но есть на 2-3 сутки, там в зависимости немножко тоже пониже процент, но тоже достаточно высокий на уровне всех мировых центров прогнозирования. То есть там 90-95%. Но опять же это все зависит именно с естественными факторами, что чем больше срок прогноза, тем его точность, конечно, уменьшается. Это тут обычный математический расчет. Но тот один прогноз, который не оправдывается из 10, его все запоминают, и это, к сожалению, имеет потом некоторую, так скажем, для нас... Наступствы. Да, негативную оценку несет вообще нашей работе. Я уже поза эфиром гэта казаў. У Англии, я могу помыляться, але мне падаецца, что так оно и было. У Англии только на початку 19 стагоддзя адмянілі смертное покарание за неправильный прогноз надвор'я. А у нас, у Беларуси, штрафуют як-небудзь за той самый один выпадок? Все зависит от масштабов неточности прогноза. То есть может же быть такое, что
допустим, специалист, который не спрогнозировал какие-то опасные или неблагоприятные явления, масса там разрушений, ущерба, то, конечно, это определенно будет нести такой негативные последствия. Но, слава богу, у нас таких существенных проколов нет, поэтому то, что если, допустим, давали там в Минске дождь, а он не пошел там в определенное время, то это в целом несет отрицательный посыл только от жителей Минска, которые там взяли зонтик, он не понадобился. Ну, вообще, как бы таких вот там смертной казни точно нету. Пока ж. А наадварот, за нешта прэміі выпісваюць, там 10 дзён запар 100% трапляння. Ну, дело в том, что у нас месячная, правда, складывается, поэтому тут так 10 дней. 10 дней, может быть, все хорошо, на 11 можно дать совершенно неправильный прогноз, и все предыдущие 10 дней окажутся как бы даже и уже все про них и забудут. Поэтому говорить о том, что какие-то такие тоже... Главное, я считаю, что то, что каждый специалист, который приходит на свое дежурство и который составляет прогноз, он со всей ответственностью к этому подходит. Нет такого, как бы, что можно слышать, что да, вот вы там приходите, не делаете или делаете плохо свою работу. Нет, такого нет. Каждый, кто приходит, он максимально старается наиболее точно сделать свою работу. Это вот как бы понимание вот этого, может быть, и склонит чашу общественного мнения в нашу пользу. Но, к сожалению, пока есть еще, так скажем, процент людей, которые считают нашу работу где-то... Халтурой. Ну, примерно так, да, это если мягко сказать. А наколькі можна давяраць вось пагадзінным прагнозам надвор'я? Ну, гэта зараз стала даступна на ўсіх амаль што сайтах, дзе ёсць надвор'е. Конкретно там з розніцай ў 2 гадзіны даецца, будзе такая тэмпература, будзе, не будзе дажджа. Гэта, ну, колькі адсоткаў праўды ў гэтым можа быць? Дело в том, что все зависит от того, на каком сайте или интернет-ресурсе вы это смотрите. На якім трэба глядзець? Ну, дело в том, что я могу сказать, что все почти вот эти часовые расчеты, они связаны как раз-таки с расчетами численных математических моделей. То есть это исключительно формула, в которую закладываются входные данные, она считает, получаем вот такой вот математический результат. Специалистам это никак не контролируется, и вполне возможно, что бывает так, что вы смотрите, там, допустим, солнце, а за окном идет дождь. То есть такие расчеты, они имеют под собой точность, но если погода резко, допустим, меняется, то даже такой, а точнее даже сказать, что именно такой прогноз, вот именно часовой, он может быть крайне неверным. А для многих это важно, и много потом тоже звонков с жалобами, что вот там давали дождь с обеда, он пошел с утра. То есть... Ну, па сёлетнім леце, якое мы бачым на гэты момант, можна сказаць, якой будзе восень? Можа быць, лета ўсё ж такі у нас чакае толькі бабіна, і зіма будзе цёплай, затое з плюс 10. Ну, к сожалению, таких закономерностей вот в климате не выявлено. То есть нет такого наблюдения, что сказать, что если из 10 случаев там лето было дождливое или холодное, то остальные там осень и зима будут такие. Это нет. Такого нет. И не исключает тот факт, что зима может быть там архисуровой, то есть там или что-то. Или осень может быть, наоборот, супер жаркой и сухой. К сожалению, закономерностей таких не выявлено. Но, опять же, я думаю, что вот все как-то чересчур пессимистично смотрят на это лето. Оно ведь еще не закончилось. Еще все впереди. Возможно, еще там август или там вторая половина июля преподнесет такой сюрприз, о котором все будут там говорить. Ну, когда уже эта жара закончится? Что чаще всего бывает после 3 дней, когда температура выше плюс 30. Люди уже начинают ждать, когда же придет эта прохлада. Ну вот сейчас вот у нас прохлада, все ждут, когда же придет уже жара, настоящее лето. А ці вераць сіноптыкі ў народныя прыкметы, ці выкарыстоўваюць іх, і ці ўвогуле, можа быць, аналізавалі? Вось ёсць такая прыкмета, я про яе ведаю, і дакладна вось яна збываецца. Нет, мы не используем в своей работе никаких народных примет.
И чаще всего они как раз-таки и не І ў используют. гэты момант вельмі шмат слухачоў сказалі адарма. Возможно, но у нас прогноз — это все-таки научно обоснованное предположение о развитии процессов, поэтому мы в первую очередь опираемся на вот то, что позволяет нам наука на данный момент. Вот она нам позволяет вот пока вот тот уровень, который мы сейчас имеем. Если будет позволять больше, мы, возможно, используя это, будем давать еще более точные прогнозы. Но вот, к сожалению, для, наверное, большинства жителей вот сейчас прогноз находится на таком уровне, на котором он находится. И опять же, повторюсь, наверное, еще раз, что не стоит цель дать заведомо ложный прогноз, стоит цель дать тот прогноз, который вот сейчас мы имеем. Если он не оправдывается, то да, тогда анализируются причины, почему там так произошло, что помешало, или что изменилось, или что пошло не так. Вот. Но в целом все-таки достаточно сложный этот процесс, и нужно к этому вот в первую очередь с пониманием отнестись. Ну, і у мяне апошняе пытанне ў выглядзе пытання. У мінулыя гады было дастаткова шмат градаў летам. І, в прынцыпе, нават можна сказаць, што і гэтай вясной было некалькі іх. Сёлета варта чакаць грады? Ці можна з гэта спрагназаваць неяк? Ну, это один из наиболее сложных элементов для прогноза, вообще прогноз именно града, потому что это настолько локальное явление, даже в черте одного большого города, ну вот возьмем Минск, допустим, в одном районе может отмечаться град, в другом может не отмечаться. То есть самое, наверное, сложное, повторюсь, это для прогнозирования. И опять же, при наличии активной грозовой деятельности в обязательном порядке может быть град. Поэтому говорить о том, что этим летом града больше не будет, это в корне неверно. Ну, подводим рысу. Якое лето нас чакае, і як хутка мы будем загараць і не бояться того, что змерзнем, гуляючи летом. Ну, я бы сказал, что лето нас в любом случае ждет. Оно будет разным, как это всегда бывает. Будут и теплые дни, будут и жаркие дни, но будут и дождливые дни. Поэтому вот сейчас у нас такой период дождливый, нужно немного потерпеть. И я более чем уверен, что улучшение погоды однозначно произойдет. Прычым, наколькі я зразумеў па мінулы час нашай размовы, адбудзецца гэта ўжо зусім хутка. У усялякім выпадку прагназавалася, што недзе вакол 10 ліпеня, ўжо паляпшэнне сітуацыі, адбудзецца. Спадзяемся мы на гэта ва ўсялякім выпадку. Дзякуй за размову. Нагадваю, што гаварылі мы пра надвор'е з начальнікам аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я гідрамета Александром Бяганскім. Яшчэ раз дзякуй. Спасибо.